Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Русей КЗ. Қалайсыздар достар? Бүгін біз жаңа браулер Аллиге реакция түсіретін боламыз. Бұл браул такты шығармаған, бірақ сол браул тактың адамдарының бірі шығарған. Енді біз бастай берейік. Всем привет, с вами Клеопатра, и в этом выпуске мы подробно рассмотрим геймплей нового мифического бравлера Алли, который появится в Бравл Старс уже в июле. Алли живет в мире болота любви, это там же... Бұл айтылғаннан ол животный деген ол ормандарда өмір сүреді, және де ол айтып қойын, ол адамдарға жай қыпсы аз адамдарға жай жүреді, ал қыпсы аздарға қатты тез жүгіреді. И то қыпсы аздардың қыпсын тез кетіреді, ал қыпсын көп адамдарды ал тез жай кетіреді. Оның эпизоды шыға ма десем, шықпайды екен, оны кейінгі кездерде көресіздер. Где обитает Анджела. Алли механик. Она ремонтирует сломанную технику и заодно шпионит за другими бойцами из Бравл Старс. Айтпақшы, бұның екі техникасы бар. Біреу Мико, потом Али, потом Мортисқа сәл ұқсайды енді. Боец очень интересный, потому что у него много своих особенностей. Иконочка выглядит вот так, а теперь давайте разбираться, что умеет Алли. У Алли хороший запас здоровья, высокая скорость передвижения, но маленькая дальность атаки. За тычку Алли выдает 2600 на максимальном 11 уровне, но при этом имеет разные типы атак в зависимости от того, на какой поверхности находится Алли. Если она находится на земле, то тычка похожа на мини-тычку Мортиса. А если в траве или на воде она может и по воде ходить, то это похоже на тычку от атаки Ника. Помимо способности перемещения по воде, Алли впадает в ярость и ускоряет движение при преследовании соперника, у которого остается меньше половины здоровья. Супер Алли похож на ульту Леона, но с разницей в том, что если за Леона в ульте вы атакуете, то невидимость пропадает, а здесь можно атаковать и невидимость остается. При этом следующая атака наносит больше урона тем соперникам, у которых больше здоровья. С помощью первого гаджета можно следующей атакой восстановить здоровье в размере 100% от урона, то есть сколько дамага нанесли, столько хп и восстановили. Второй гаджет позволяет Алли впасть в ярость на 6 секунд, но при этом важно, чтобы соперник не был невидимым, так что Леон в инвизе не подойдет. Снаряжение стандартное. Первая пассивка, кстати, тоже про ярость. Когда Алли находится в состоянии ярости, то она быстрее восстанавливает здоровье вне боя, то есть за 1,5 секунды она уже начинает отхиливаться. Вторая пассивка действует на перезарядку. Алли перезаряжает оружие на 40% быстрее, когда находится в состоянии ярости, то есть практически в 2 раза быстрее. Вместе с самим бойцом выходит и редкий скин для него, стоимость 29 гемов или 1000 блингов, называется Охотница-сборщица Алли. Визуально, кстати, мне напоминает скин Сиба и Наниту, что-то такое есть. Ну а теперь послушаем озвучку нового бойца. Swamp Croc is ready to rock! What a beauty! Bloody ripper, mate! Kiss my crusty crocs, sweetie! Too easy, mate! Been a while, crocodile! Love hurts. You will too. Take a bite out of that! Новый спрейчик на бойца, конечно, тоже никто не отменял, и давайте взглянем на титул. А если вы пропустили прошлый выпуск про видеозаписи, обязательно гляньте по ссылке в описании, там все подробненько, почему титул теперь выглядит вот так. Ну а, собственно, титул на Алли звучит как «Мимо крокодил». Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Теперь будем разбираться с геймплеем. Прежде всего посмотрим, как перемещается Алли. Если она находится на земле, то она делает рывок вперед, подобно половинке тычки Мортиса, то есть не сильно большой рывок, но переместиться можно. Если же Алли находится в траве или на воде, то у нее тип атаки меняется, у нее появляется такая небольшая область, и она делает прыжок. То есть в зависимости от того, на чем вы стоите, у вас будет разный тип атаки. Когда Алли находится на воде или в траве, то геймплей похож на геймплей Ника, но самое главное, что боец может перемещаться по разным пространствам, да, вне зависимости от того, что есть на карте. Когда Алли уходит в свой супер, то она становится невидимой, при этом тычки по сопернику не выводят ее из инвиза, то есть дали тычку и снова растворились.
С гаджетом, думаю, все понятно. Здесь, в зависимости от того, сколько дамага получилось нанести, столько хп вы восстановите. То есть база это 2600, поэтому, когда вы прожимаете гаджет, следующей атакой наносите дамаг Оның гаджеті ұрғаны неше қып кетірді, прототивник неше қып кетірді, сонша қып қосып беретін бұл. Қосады, сынды көртші. на 2600, вы восстанавливаете 2600. А вот с ультой интересный момент. Первая тычка может нанести больше, чем 2600 дамага. Это произойдет в том случае, если у соперника много хп. То есть для первой тычки после того, как вы ушли в ульту, стоит выбирать тех соперников, у которых максимум здоровья. Вот им вы выдадите максимальный дамаг. А следующие тычки под ультой уже можно выдавать кому угодно, там уже базовая 2600. Вот на этих ботиках как раз наглядно и видно, если маленькому боту я выдаю первой тычки под ультой 3600, потому что у него мало здоровья, то большому боту я буду выдавать гораздо больше, потому что здоровья у него дофига. Давайте это сейчас, собственно, и проверим. Я захожу в ульту и первой тычкой выдаю ему аж 5200 дамага. Теперь у меня стоит второй гаджет и вторая пассивка. С помощью гаджета Али впадает в ярость на 6 секунд, а с помощью пассивки она перезаряжает в состоянии ярости свои тычки на 40% быстрее. Думаю, тут, в принципе, все понятно. В итоге у этого бойца мы имеем две ключевые особенности. С его помощью очень классно добивать бойцов, у которых меньше половины здоровья, то есть это некий такой падальщик, который подбегает и добивает. И вторая особенность, что когда вы заходите в ульту, первой тычкой лучше выдавать дамаг по самому большому бойцу по хп, то есть это какой-нибудь танк. В итоге мы имеем еще одного бойца, который максимально раскрывается при выжидающей тактике. То есть вам нужно подлавливать подходящий момент для того, чтобы полностью реализовать все способности этого бравлера. В большинстве случаев вы будете таким вот падальщиком, который подбирает киллы. А когда ваши тиммейты, да, если говорить про 3 на 3, выдают дамага по соперникам, у него остается мало хп, вы налетаете и подбиваете его, и это будет эффективно. Однако в случае с ультой Алли вы можете быть хорошим саппортом, потому что первой тычкой вы даете дамаг максимальный по сопернику с большим количеством хп, и вашей команде уже легче нейтрализовать в целом всю связку соперника. Если же говорить про разный тип тычек, то к этому довольно быстро привыкаешь, потому что по земле, да, это рывок, а по воде и в траве это прыжок, как у Мика, но к этому действительно быстро приспосабливаешься, и самое главное, что боец действительно очень такой разноплановый, в том смысле, что вне зависимости от ландшафта карты вы можете использовать его по-разному. То есть это еще один боец, которому вообще не важно, почему он ходит, он в любом случае там может перемещаться и убегать от тех бойцов, которые не могут перемещаться по воде. В целом мне бравлер понравился, и я думаю, что он зайдет тем ребятам, которые любят геймплей за Мортиса, Мика, потому что это такая вот сборная солянка из этих бойцов, ну и плюс еще инвиз от Леона, который на самом деле даже лучше, чем у Леона, потому что боец не теряет своей невидимости при атаках. Сказать, что бравлер будет имбой, наверное, все-таки я не возьмусь, хотя на Бравл Толке мне боец понравился, но сейчас у меня ощущение, что он достаточно сбалансированный и скорее не имбовый, а очень назойливый и доставучий, потому что каждый раз он будет уползать. Тағын тек алияқ шықпайды, тек даже кім транк деген шығады, ол транк ультасы Берри, ал кәдімгі ататыны неге әртейдің ультасы. Куда-нибудь в водичку, и вы не сможете его догнать. Плюс еще вот этот инвиз, когда ты не знаешь, где находится соперник, а что всегда доставляет проблем. Например, это очень хорошо чувствуется против геймплея, допустим, с Лили, когда ты не знаешь, а где она сейчас окажется. Ну и вот тут приблизительно такая же история. К тому же супер у Али накапливается быстро за 4 полные тычки, поэтому она будет постоянно его использовать. А накопить супер, ну, достаточно легко. С другой стороны, Али, конечно, будут контрить дальники, но здесь уже, как и с любым бойцом, всегда на каждого бравлера есть какая-то своя контра. Однако и для дальников тоже есть решение. Опять же, можно подойти просто под инвизом и выбить этого дальника, у которого, как правило, немного хп, и решить таким образом все проблемы. Как вам этот бравлер? Пишите в комментариях, интересно почитать ваше мнение. И по традиции, под конец, как всегда, анимации победы и поражения в дефолтном виде в скине они одинаковые, потому что скин редкий. А в следующем выпуске мы посмотрим на геймплей Транка, так что оставайтесь на канале. А если ты хочешь поддержать мой канал и получить множество бонусов, Достар, Али туралы өзім айтып кетейін, достар, Али ол мифический бравлер, он ГП заряды 2025-те шығады, он 2025-те қыс айларында шығып қалады. Алиден басқа тағы транк шығады, ол транкты айтып кеттім, оның ультасы Берри, ал кәдімгі удары РТ-дің ультасы сияқты короче. Потом Алиден бір скины болады, потом онан
бір скин болады, ол бақынаға ит ба қасқыр ма бір бәле сол. Ал Транктың редке скины өте әдемі. Ал сіздермен болғанмен Нұрсай KZ, аман сау болыңыздар.